В Башкортостане будут снимать кино о героях спецоперации. Ко Дню Республики планируется представить зрителям документальный фильм о судьбах мобилизованных артистов Сибайского театрально-концертного объединения. О развитии киноиндустрии в регионе говорили сегодня на заседании правительства. Какие вопросы еще стали ключевыми на совещании, в материале Динары Таймасхановой. «Безбашенная гостиница», «Танец героя» — название фильмов, над которыми сейчас трудятся башкирские режиссеры. Это проекты о героях спецоперации. О погибшем татышлинце Фанисе Хусаинове, угнавшем вражеский танк, об артистах Сибайской филармонии. Как раз о них фильм под рабочим названием «Танец героя». Его готовят ко Дню Республики. Кино посвящено танцору Ильнару Хатмуллину, героически погибшему в зоне СВО. Патриотическим проектам будут уделять особое внимание. Также в прошлом году была премьера фильма «Северные Амуры», который был создан также при поддержке главы. И сейчас ведется работа по продолжению этого анимационного фильма, который вторая часть будет посвящена генерал-майору Минигале Шаймуратову. И основные события этого фильма будут проходить уже в период Великой Отечественной войны. На совещании Ради Хабиров напомнил о своей недавней поездке в ЛНР и ДНР. Глава республики побывал в городе Красный Луч, над которым регион взял шефство. Благодаря башкирским специалистам в городе восстанавливают школы и садики, приводят в порядок дороги. И разница сейчас очень большая, отметил Ради Хабиров по сравнению с тем временем, когда работы только начинались. Они очень-очень рады, очень благодарят. И справедливое мы дело делаем, что помогаем им. Вот как мне говорят, вот некоторые там, типа, вот вы там делаете, у нас не делаете. Мы там 2 садика крышу отремонтировали, а за это время мы 65 садиков вообще-то здесь себе построили. Поэтому все эти разговоры неуместные и не нужны. Вы помогали, будем помогать. На совещании говорили и о других темах. Например, одна из них – цифровизация в регионе. Сегодня более 75% жителей республики пользуются порталом госуслуг. Самые популярные – субсидии на оплату ЖКХ, ежемесячное пособие на ребенка, принятие решения об использовании земель, присвоение адреса объекту. Представили на экране и рейтинг развития муниципальных онлайн-услуг. Некоторые районы оказались в красной зоне. Я бы попросил, когда вот мы через полгода ваш доклад будет, когда будете докладывать об этом, чтобы вы вновь показали вот сравнение, вот что вот сейчас красное и так далее, чтобы мы определенную динамику видели. Я понимаю, это непростая работа, но мы, помните, все это, когда начинали, все было существенно меньше, но люди же делают, значит, все получается у других муниципалитетов. До конца этого года планируется цифровизировать меры социальной поддержки для участников СВО и членов их семей. Затронули на совещании тему проведения уборочной кампании в регионе. Валовой намолот зерна составил порядка 1 миллиона 700 тысяч тонн при средней урожайности 23 центнера с гектара. Погода благоволит аграриям в эти дни, поэтому уже в ближайшее время они готовы переступить экватор. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Булат Садриев. Новости Уфа.